Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об истории ингушской литературы. Гость нашей программы – председатель Союза писателей Республики Ингушетия Хаваж Накастоев. Хаваж, здравствуйте! Здравствуйте! Вообще, обращаясь к вопросу зарождения ингушской литературы, в советской историографии вообще принято считать, в советской историографии, к которой мы по большей части и привыкли, точкой отсчета, началом истории ингушской литературы 20-е годы 20 века, когда установилась советская власть, была разработана письменность для северокавказских народов. И, соответственно, появилась возможность писать на родном языке. Как мы знаем, еще до этого, во второй половине XIX века, на рубеже XIX-XX веков, представителями национальной интеллигенции предпринимались попытки создания ингушской письменности. Первые литературные пробы приходятся на этот период. На ваш взгляд, вот этот период, как раз-таки вторая половина XIX века, рубеж XIX-XX веков, вот эти вот первые попытки, можно ли их назвать зарождением, этапом возникновения ингушской литературы? Или вы все-таки считаете, как и принято вообще считать в советской историографии, так этот вопрос обозначается, что ингушская литература, речь сейчас идет о профессиональной ингушской литературе, возникла уже с 20-х годов 20 века? Ну, известный нашей, не только в нашей республике, фольклорист и профессор Ибрагим Дахкильгов, он прямо писал, что зарождение ингушской литературы начинается с середины XIX века. Самые первые такие вот литературные памятники, художественные вещи, это написал Иван Цискаров, Иов Цискаров. Они записывали, правда, на русском языке, ну, это «Лоза любви», известная легенда ингушская. Ну и вот с тех пор мы знаем, что огромное количество людей пытались записать, зафиксировать фольклор, этнографические записи, эти обычаи, адаты и так далее. В этом отношении очень много писали вот такие наши вот известные краеведы, этнографы, как Асланбек Базоркин, Далгат Башир. Он писал, очень много писал об ингуше, хотя сам был не ингуш. И многие другие тоже, но больше всего сделал все-таки Чах Ахриев. Чах Ахриев был аманатом, увезенным в 6-летнем возрасте. Где-то 18 лет он возвращается на родину нашу, потому что ему предписали врачи климат, вот наш кавказский. И он пробыл здесь на родине 2 года. Он в 1870 году уехал отсюда. И вот за эти 2 года он записал все эти вещи, которые вот мы до сих пор пользуемся. Это огромное подспорье для того, чтобы вот знать о нашем фольклоре. Я почему так фольклоре говорю? Потому что в фольклоре есть основа литературы. Фольклор, литература и язык – 3 базовых элемента вообще всякой культуры. Но на фольклоре основывается литература. Но как бы там ни было, это все были такие частные эти. То есть это можно назвать этапом возникновения, но никак не становления? Совершенно верно. Это просто подготовительный этап был тогда. Многие пытались записать на ингушском языке, и для этого приспосабливали и русскую графику, и арабскую графику. Очень хорошо известен в этом отношении Магомед Джабагиев, брат известного Весенгирея Джабагиева, который создал, приспособил алфавит под ингушские звуки и записал много фольклорных произведений на ингушском языке. И Весенгирей Джабагиев также разрабатывал... Тоже работал над этим. Там очень многие работали. История сохранила много имен. Но все-таки, что бы там ни было, как бы мы там ни говорили, серьезно на государственном уровне ингушская письменность возникает в 20-х годах 20 века, когда в 1920 году было принято решение о создании ингушского алфавита. Создавались параллельно несколько на основе арабского алфавита, на основе латиницы и на основе кириллицы. Решением на этих властей было принято принять тот алфавит, который на основе
латиницы создан Заурбеком Мальсаговым. Этот алфавит у нас служил до конца 30-х годов 20 века. Потом уже в 1938-1939 годах все вот наши алфавиты были переведены на кириллическую основу. Я бы хотел подчеркнуть еще пару моментов. Вот 1 мая 1923 года вышла газета, первый номер вышел газеты «Сердало». Это меньше, чем через год, уже в начале 1924 года, было создано Ингушское литературное общество. Хотелось бы подчеркнуть еще, что это Ингушское литературное общество, оно, в принципе, одно из самых первых, если не считать там раповские, вот эти дореволюционные, во время революции возникали различные эти организации. Но серьезная профессиональная организация, она была первая на всем советском пространстве. Аналог современного союза писателей? Это даже не аналог, а вот предтеча. Вот на основе этого были созданы все остальные потом. Все остальные союзы писателей, или как они тогда назывались, общества, они были созданы после. Даже вот Союз писателей СССР был создан только в 1934 году. Были различные, как я говорил, различные вот, как бы клубы по интересам, вот так можно было сказать. Они начали работу, они не просто на бумаге создали. Уже в сентябре 1924 года, где-то через полгода в Дагестане, ну я сейчас не могу вспомнить, где-то у меня это есть записано, в Дагестане вот председатель этого ингушского литературного общества Мальсагов Заурбек докладывал, что о проделанной работе. К тому времени фольклора было собрано более 20 печатных листов. Это огромная работа, не говоря уже о других. Были переведены очень много произведений Владимира Ильича Ленина было переведено. Был переведен «Интернационал». Были переведены вот эти наиболее такие интересные произведения зарубежных и так называемых пролетарских писателей. Очень много произведений Горького было переведено на ингушский язык. То есть работа просто, можно сказать, кипела. Хаваш, первые произведения на ингушском языке и первые авторы? Конечно, зачинателями ингушской литературы являются Мальсагов Заурбек и Беков Тембот. Эти двое создали газету, вели эту газету, и первые произведения у них, и первые, даже вот, если так сказать, правила ингушского стихосложения, они приписываются Темботу Бекову. Они потом, другие, научились. И вот обилие вот этих переводов решало еще одну задачу. Во-первых, писатели сами учились писать, переводя. Во-вторых, и читатели приучались. Ведь как бы там ни было, мало написать, еще нужен читатель, который понимает художественное произведение. Это мы сегодня, мы все учились в школе, нас 10 лет учили понимать художественное произведение, а тогда же это для неграмотного, полуграмотного населения. Тем более была задача, вот эта долго решалась задача ликвидации безграмотности населения. Вот поэтому и понятно. Хаваш, вот какой момент еще интересен. В источниках некоторых, в том числе в официальной нашей истории Ингушетии, коллективной монографии, описан такой факт, что русскоязычный писатель ингуш Абдулгамид Гойгов еще до создания письменности, до разработки алфавита Заурбеком Мальсаговым на русском языке написал ряд произведений. Вот об этом что вы можете сказать? Гойгов, вообще произведения Гойгова еще со времен революции идут. Так-то и до революции были на русском языке. Очень много писали и другие. Тот же Джабагиев писал, тот же Гойгов писал. И многие другие писали. То есть это уже к тому периоду? Это да, это просто, если говорить об ингушской литературе на ингушском языке, вот тогда мы можем привязаться к алфавиту. А так Гойгов к тому времени был уже известный писатель, очень известный писатель был. Вот его произведения, если анализировать, особенно до момента создания письменности, да и дальше Абдулгамид Гойгов, он писал на русском языке, насколько мы знаем, да. Это больше публицистика. Публицистика, мы знаем, это высший род журналистики. То есть насколько это можно отнести к литературе художественной, то, что вот его творчество, его произведения созданы?
Я это отношу ну, к художественной литературе, ну, если можно сказать так, к мемуарной литературе его можно отнести. Первые произведения наших писателей, это не мое мнение, это все подчеркивают, они были проникнуты излишней этнографичностью. Очень много вот таких этнографических описаний было, очень много идеологии очень много было. Пытались показать, что идеи революции принимаются народом. Наверное, на пространстве всего Советского Союза не было народа так рьяно, что ли, вот так, принявшего идеи вот этого социализма. Ингуши ведь, в принципе, все выступили за эти идеи и пошли за ним, и пострадали очень сильно от белогвардейцев. Достаточно вспомнить, что у нас несколько сел было просто сожжено. Людям, которые вот зачинали литературу, они не могли отделить художественную литературу от публицистической или от идеологической, или от этнографической и так далее. Поэтому это было у всех. Хаваш, вот первый писатель, помимо Заурбека Мальсагова и Тимбота Бекова, основоположников ингушской литературы, первые писатели ингушские, имена, которые появились в 20-е, в 30-е годы, и такие наиболее ключевые произведения. Ну, кроме Тимбота Бекова и Мальсагова, очень рано начали писать Хамзат Асмиев, Ахмед Азиев, Салман Азиев, Хаджибекяр Муталиев. Вот они начали писать вот еще в конце 20-х, в начале 30-х годов. Но были вот еще и Мальсагов, не только Заурбек, был Мальсагов, Орцхова, Мальсагов, Ахмед. Вот это очень много имен было. Хотелось бы подчеркнуть, что в 1931 году, кажется, в Ростове проходила Красная Олимпиада, и на этой Олимпиаде наша делегация, представители Ингушетии, заняли первое место и привезли Красное Знамя, как нам было вручено. Это было очень большое достижение. У нас и писателей в то время было намного больше, чем даже в соседних республиках. Хотелось бы подчеркнуть еще, что когда в 1938 году Джамалдина Яндиева избирают председателем Союза писателей Чечено-Ингушетии, ему было 22 года. Это 22 года, это, в принципе, вчерашний студент по-современному, а он уже был председателем, он был избран. Но, во всяком случае, он на этом посту был сослан. В 1944 году он был бессменно на этом посту. Мы знаем, что в 20-е и 30-е годы было вообще акцент в ингушской литературе был на драматургии. Много произведений, пьес, много очень. С чем это было связано? Вот что драматургия, расцвет такой драматургии, акцент на вот этот жанр литературы? Я думаю, это было связано с тем, что безграмотных людей тогда было много, читать мало кто умел. И народу необходимо было лицедейство, ему нужно было на сцене смотреть, показывать. Когда они говорят, когда это видно, это же намного доходит лучше и понятнее, и проще. А вот еще надо учесть, что вот в отсутствие электричества весь световой день человек трудится на поле или там где-то дома, или если летом, то на поле трудится. Придет он, что он при керосинке будет читать и так далее. А вот пойти и послушать в клубе, вот это посмотреть у него было. Поэтому, конечно, основной упор делался на драматургических произведениях, потому что они более легки для восприятия зрителям. Люди очень верили в это. Бывали случаи, что зрители пытались вмешаться в ход пьесы, мол, со своими агрессивными нападками, мол, ты не прав. Но это говорит и о высоком уровне игры актеров наших ингушских. Да. Ну, это, что игра актеров была на высоком уровне, говорит вот это их выступление в Ростове. На Северо-Кавказской Олимпиаде, да. Когда вообще в целом Ингушетия заняла лидирующее место. В том числе благодаря вот этой игре этих артистов, которые очень хорошо играли.
Хаваж, мы знаем, что как раз-таки вот в эти годы, ну, может быть, не прям вот на таком уровне, но первые пробы литературной критики приходятся на этот период. Вот что вы об этом можете сказать? Вот мне приходилось читать эту критику. И кто это был, кстати? Ну, в принципе, нельзя сказать, что были отдельные критики. Писатели сами друг друга читали и сами друг другу указывали. И вот я вот смотрел вот эти и просто удивлялся, откуда вот в то время я думал, когда я их не читал, я думал тогда, ну, что писать, они же те же самые писатели. Кто-то это лучше знает, кто-то там лучше знает, кто-то там лучше знает. Они умели очень тактично и очень четко, ясно указывать, вот если какие-то недостатки есть. Вот они, вот доброжелательная критика. Я не знаю ни одного случая, когда кто-нибудь из них обиделся друг на друга. В этом отношении, вот это еще одна черта вот, ингушских писателей. Это время нельзя назвать, что критика тогда была на профессиональном уровне. Нет, я бы не сказал во всяком случае. А вот все, хотя то, что они говорят, вот, подчеркивают недостатки или достоинства, это, мне кажется, на очень высоком профессиональном уровне. Но это они не учились на критику, что ли, так сказать, и не знали, это было на интуитивном уровне. То есть вот это была своего рода такая взаимооценка, да, и Совершенно не подчеркивалось, что вот это вот критика. Вот так вот. Да. Это была не критика, это была вот действительно оценка, дружественная оценка и содействие. Хаваж, вот если обозначить хронологически, если я правильно понимаю, начальный этап становления – это 20-е годы и до Великой Отечественной войны, да? Вот в общем, что было сделано за этот период, вот подводя итоги? Все, кто писал об этом, и когда я прочитал, я тоже с ними согласился. И к началу Великой Отечественной войны, ну, к 20-летию Союза писателей как раз, в 1944 году мы не успели отметить 20-летие, но за эти 20 лет ингушские писатели вот действительно от начала, от зарождения, когда высока была вот эта этнографическое содержимое, очень высокая вот эта идеология и так далее, они прошли очень большой путь. И вот в последних произведениях, особенно в поэзии, они не только научились, наши писатели не только научились, вот, ну, скажем так, профессиональным навыкам, вот, если можно так сказать, стихосложения, но они научились еще делать упор на характере человека, на душе человека. Уже писатели понимали, что главное – это душа человека, его мысли, его намерения и так далее, а не такие его эти физические проявления. Они упор делали, вот были даже некоторые прорывы вот, к психологизму. Вот пытались показать психологическую сторону, психологическую основу тех или иных поступков. Я заметил, что сильная сторона у ингушских писателей по сравнению с другими писателями, это была мотивировка их поступков, объяснение их поступков. Наши писатели очень хорошо объясняли, почему тот или иной герой поступает именно так, а не как-то по-другому. Вот это у наших писателей была очень сильная сторона. Хаваж, период Великой Отечественной войны, вот эти годы, это особый этап в истории ингушской литературы. Вот литература ингушская в период Великой Отечественной войны, в эти годы, писатели, произведения основные, может быть, мы всего не перечислим, но в общем. Во время войны уже все писательские организации, в том числе и писатели Чечен-Ингушетии, получили соответствующие инструкции. У нас 4 писателя, профессиональных писателя, участвовали непосредственно в военных действиях. Это в первую очередь Зязиков Багаудин,
Зязиков Багаудин, он окончил курсы, военные курсы вместе с татарским поэтом Мусой Джалилем, который всемирно известен. Они, в принципе, вместе отправились на фронт после окончания курсов. Мы знаем, что Багаудин Зязиков, несмотря на возможность уйти от призыва, потому что он занимал серьезную должность в партийных органах, все-таки добровольцем ушел на фронт. Самое интересное, они все добровольцами ушли, потому что это были партийные работники. Даже как свидетельствуют документы, на первом же заседании после начала войны все писатели, во всяком случае, у меня есть данные только на ингушей, но там было все писатели, все члены Союза писателей ЧССР записались добровольцами. Но так как и здесь, в тылу, тоже были нужны агитаторы и люди, которые могут повести за собой массы, не все они были туда отправлены. Например, была бронь, скажем, у того же Базоркина Идриса. Но вот Базоркин Идрис был записан в партизанский отряд Хашагульгова на случай, если фашисты займут, оккупируют нашу территорию. Но этого, к счастью, не произошло. Все они воевали, все они участвовали. Но, несмотря на это, если даже не участвовали непосредственно в боевых действиях, наши писатели и поэты, они выезжали на передовую линию, когда фронт был здесь, в Осетии, и в Кабардино-Балкарии, под Моздоком и под Малгобеком. Они всегда выезжали на эти территории, на передовую, и оттуда их, во всяком случае, воодушевляли, и потом их оттуда новости сюда сообщали и так далее. Они, в принципе, участвовали во всех этих. У нас в то время был Павленко, он из Москвы прислан, писатель известный был. Он писал, что во время войны особенно сильно много работали Базоркин Идрис и Джамалдин Яндиев. Он даже пишет, даже неизвестно было, когда они спали. Было такое ощущение, что они вообще не спали. Их можно было встретить и на полях, и на театральных подмостках, и на радио, и на передовой, и так далее. И все другие писатели тоже. Хаваш, можете назвать ряд произведений, которые вы для себя отмечаете и вообще, которые отмечают в истории ингушской литературы в тот период? В первую очередь, это мне сейчас трудно будет вспомнить название этих произведений, но в первую очередь это, в принципе, большое количество произведений Зязикова Багаудина. Там, у него очень много произведений, точно так же очень много произведений у Базоркина Идриса. Я сейчас название не вспомню, но они есть. Они у нас везде в республике, в этом же году у нас мы праздновали 80-летие Победы в этой войне, и поэтому несколько статей в разных изданиях мы давали, и там я все это перечислил. И очень много поэтических произведений, очень много стихов. Достаточно сказать, что уже в 1943 году Джамалдин Яндиев и Магомед Хашагульгов издают сборник стихов полностью на военную тематику. И точно так же у Базоркина Идриса были, правда, очерки со все это. Тоже, по-моему, даже немножко раньше, что ли, в те же годы было издано отдельным сборником, эти статьи были избраны. Несмотря на военное время, они играли очень большую роль. Мы знаем, что в этот период Хаваш занимала отдельное место и драматургия, и вообще передвижные театры, постановки проводились для бойцов. Такие небольшие театральные труппы действовали. Это, в первую очередь, здесь следует назвать, разумеется, Базоркина Идриса. У него было очень много пьес и многоактных, и одноактных. Лучше бывали 2 акта. Эти коротенькие пьесы, они предназначались для показа в полевых условиях, на рабочем месте. Во-первых, рабочих нельзя долго отвлекать, и, во-вторых, и условия не такие. Они писались, это в первую очередь он писал, а так другие драматургические произведения писали мало. Но Базоркин Идрис написал очень много.
Хаваж, период депортации с 1944 года по 1957, ну, фактически по 1957 официально, вот эти 13 лет, понятно, что о творчестве как таковом речь не шла. Это в лучшем случае писать в стол в это время было. Вообще судьба наших ингушских писателей в депортации, как складывалась их жизнь? Понятно, жизнь складывалась очень трудно, потому что бы там ни говорили, несмотря ни на что, они же шли с клеймом «враги народа». Конечно, ни о какой писательской работе, ни о какой творческой работе, если только для себя, не преподавательская работа, это, ну, во всяком случае, очень мало кому удавалось. Я даже не знаю, мне кажется, никто вот по своему образованию не работал. Ну, например, если я не ошибаюсь, Дошлыко Дохович Мальсагов, который был назначенным директором научно-исследовательского института ЧССР, это 22 февраля, он один день успел побыть, ему пришлось работать банщиком. Ну, что это за отношения, понятно. Вот, и таких примеров очень много. Все-таки люди, некоторые писали, некоторые вели дневниковые записи, хотя это было, времени было очень мало, семью кормить надо и так далее, это очень трудно, но сохранили. Вот Чахкиев, капитан Чахкиев, вот возвращаясь в 1957 году, он целый сундук рукописей привез оттуда. И многие другие тоже привезли. После смерти Сталина, конечно, наступило некоторое облегчение. Уже разрешили печатать здесь, в Киргизии. Начало выходить, там был издан сборник «Деголос», в который вошли, там и газета на чеченском языке выходила, где печатались и ингушские писатели, поэты. А потом и сборник вышел. Ну, к 1957 году уже мы вернулись. Хотелось отметить, мы знаем, что велика роль наших ингушских писателей Идриса Базоркина, Джамалдина Яндиева в вопросе возвращения ингушского народа на родину. Мы знаем, что они множество раз обращались в высшие органы, к руководству страны, писали письма. Вот об этом тоже хотелось поговорить. Ингушские писатели, они всегда были с народом, они всегда понимали и поддерживали и выражали интересы нашего народа. Это не только, действительно, не только возвращение оттуда, это потом и восстановление нашей республики, это и потом вот 73-й год и 92-й год и так далее. Это, они всегда были на острие всех ингушских проблем, всех проблем ингушского народа. И, в принципе, не будет слишком большим преувеличением, если сказать, вообще они всегда были на острие вот всех проблем кавказских народов. Вот это они умели. Они всегда брали на себя ответственность, и всегда, конечно, очень многие пострадали, но, тем не менее, вопросы решались так или иначе. Мы это очень много примеров знаем, современные все это знают, что туда, в Москву, писали, наши писатели писались даже тогда, когда другие жалобы боялись написать. Это тоже было. Наши писатели в этом отношении отличались завидным мужеством. Вот спокойным мужеством, когда человек может долго ничего не говорить, не выступать, но когда необходимо, он может выступить, и он скажет, несмотря ни на какие репрессии. Конечно, они подвергались репрессиям после этого, многих увольняли с работы, как только узнают, что он подписал какой-нибудь документ в Москву, боялось, начальство боялось, какой бы он ценный ни был работник. Боялись, давай лучше расстанемся по-хорошему. И так далее бывало. Но они не отступали. Это было.
Хаваж, после депортационный период возвращения ингушского народа на родину, это конец 50-х годов и вот до конца 80-х, вот этот период после депортационный, еще его называют золотым веком ингушской литературы. Помимо того, что продолжили свое творчество писатели наши ингушские, которые начали еще до депортации, Идрис Базоркин, Джамалдин Яндиев, другие, появились новые имена, новые яркие имена и крупные произведения, романы, которыми мы всегда будем гордиться. Вот об этих новых писателях и о тех, кто еще начал свое творчество до депортации, продолжил, об их произведениях, о новых именах и наиболее такие крупные произведения. В этот период было создано много произведений. Очень много в те годы, вот эти после возвращения, писал капитан Чахкиев. Те годы, это годы учебы Саида Чахкиева в Москве. Он написал «Золотые столбы» роман, который начал было печататься здесь в переводе на ингушский язык. Здесь это его дипломная работа, и здесь в переводе на ингушский язык этот роман публиковался частями. Частью был опубликован в нашем это «Утрогор», в журнале «Утрогор». В это же время написаны и другие многие произведения. Вот эти «Золотые столбы» остался не напечатали его до конца, прекратили печатание. С другой стороны, Кадзоев Исаак к тому времени довольно молодой, начинающий писатель. У него была тетрадка была, казахстанский дневник. За это он был осужден на 4 года. Просто за то, что он, Хачагульгу Али в то время был студентом, и он курсовую работу написал о жизни в высылке. Взяли это за основу, его тоже осудили на 4 года. Они оба отбывали срок от звонка до звонка в мордовских лагерях, где они, кстати, познакомились с Александром Синявским, известным диссидентом. И Синявский так как-то довольно вскользь, правда, упомянул их в своих мемуарах. Несмотря на это давление, хотя многие вот эти вещи нельзя было говорить о высылке и так далее, все это было, тема была закрыта. Но в эти же годы появляются такие романы, как Идриса Базоркина «Истмы веков», «Саневая Беки», это повесть «9 дней жизни героя», романы Плива, Махмед Саида. Также в эти же годы начинают писать, становиться Саид Чахкиев, как хороший такой писатель, известный писатель. Он уже в те годы был, он закончил литературный институт. Романы в те годы и повести начали выходить один за другим. Вот это было действительно золотое время ингушской литературы, потому что я застал это время школьником. Я помню, вот эти книги передавались из рук в руки, их читали, ими зачитывались этими книгами. И более того, я помню, даже у стариков на устах были не только писатели, даже их герои. Они знали по именам и Калоя знали, и Мандре знали, и Хасана, и этого Бокова, и их вот знали наизусть. И было очень такое, по радио очень много песен Чахкиева Капитона звучало. Люди заинтересовались литературой, и вот этот период научил ингушей, массово научил ингушей читать книги и знать, что такое литература, чем отличается литература от фольклора. Хаваж, вот тема гражданской войны, она звучит во многих произведениях, романы, которые вы перечислили, в том числе и здесь эта тема. Тема гражданской войны получила вот такое отражение. С чем это было связано? Отчасти одна причина была в том, что необходимо было, чтобы молодое поколение, чтобы мы не говорили, мы же учили в школе, одно дело нам дети, не все отцы, не все родители подробно не рассказывали, что происходило в Казахстане, для того, чтобы не травмировать детей.
во всяком случае, интуитивно, мне кажется, это мое мнение, писатели почувствовали, что надо показать, что за советскую власть наши отцы и деды отдавали жизни. Что вот нельзя обвинять в этом советскую власть. Перегибы отдельных личностей, в том числе и Сталина, это не советская власть. Советскую власть наши деды и отцы защищали с оружием в руках, устанавливали эту власть. 90-е годы мы знаем, что продолжили свое творчество писатели, которые не только даже в последепортационный период прошли свое становление, но это и додепортационные писатели. Вот творчество ингушских писателей в этот период, это все-таки новое время, да, перестройка. В буквальном смысле этого слова. Как все складывалось, как уже в новообразованной республике Ингушской все происходило, вот литературная жизнь в те годы. Когда была провозглашена Республика Ингушетия, конечно, стал вопрос и перед писателями, надо было создать свою организацию. Был несколько писателей наших, в том числе это был Вышегуров Магомед, к тому времени очень талантливый, очень известный и очень талантливый поэт. Вышегуров Магомед, Дахильгов Ибрагим, Шадиев Султан, вот эти несколько человек собрались и приняли это решение. Будем создавать Союз писателей Ингушетии. Очень большие трудности было. Не было помещения, не было, ничего не было. Ни пищемашинки, даже ничего не было. И на голом месте создавался этот союз. Но каждый пытался помочь союзу, кто чем мог. Вот так был создан этот союз. Создание этого союза, мне кажется, сыграло очень большую позитивную роль в становлении ингушской литературы. Дело в том, что уже нашим ингушским писателям, особенно начинающим, раньше надо было ездить в Грозный, а тут под боком, рядом у тебя твои знакомые, твои родственники, многих уже и родственники. Вот они подскажут, покажут, объяснят и так далее. Можно хоть день по несколько раз заходить. Снимали помещение, вот где кто как снимали, никогда, я во всяком случае не знаю случая, чтобы это помещение было закрыто. Очень много для становления молодых писателей сделал Мальсагов Абу, очень много сделал, Дахильгов Ибрагим много сделал, Шадиев Султан очень много сделал. И многие другие. Я бы вот так определил, если в общем взять, конечно, и их произведения, они тоже были идеологически выправленные, и такие, и много таких. Но в основном эти молодые писатели, они уже писали не о гражданской войне, не о участии в Великой Отечественной войне, они писали о жизни простого человека в мирное время, чем он живет, чем он расстраивается, чему он радуется и так далее. Вот это ингушская литература обратилась к человеку лицом, вот так, если можно сказать. И ведь вот, скажем, те же произведения, которые я перечислял, «Сыновья Беки», казалось бы, о гражданской войне, но ведь это же не о гражданской войне, а о человеке, который закручен, вот это, попал в такую ситуацию, когда он вынужден вместо того, чтобы заниматься любимым делом, жить, пахать, сеять и так далее, он вынужден был вот, мстить. Ахмед Боков, это был, ну, его время еще не пришло. Это, по моему мнению, он был гениальный писатель. И я бы сказал, вот по моему мнению, опять же, я не хочу умалять значение других, но для меня он сильнейший писатель среди ингушей. Сильнейший писатель. Кстати, Хаваж, мы не сказали о литературной критике. Алихан Костоев, да, профессиональная литературная критика, она как раз-таки приходится на этот период, да, после депортационной. Вот об этом хотелось бы поговорить. Вот очередной толчок, что ли, вот такой мощный импульс литературная критика получила в 60-х, в самом начале 60-х годов в лице Алихана Костоева. Он учился в литературном институте московском и учился на факультете вот этой критики. Был профессиональный критик, очень
вдумчивый, очень внимательный критик был. Его замечания, его эти статьи остаются актуальными по сегодняшний день. Он профессиональный был критик, он четко разделял библиографическую критику, это, там, литературоведческую критику и так далее. Они разные бывают критики. Кто-то описывает, вот берет произведение и говорит, вот в этом произведении говорится о том-то, о том-то, о том-то, о том-то, о том-то. Это одна сторона критики. Другой описывает его стилистические сильные стороны, стилистические слабости, вот так, не так сказано, вот так. Это другая критика. А третий исследует характеры. Это, мне кажется, вот это третье, вот это самое сильное. И вот это Алихан был силен во всех трех видах этой критики. Он очень хорошо вот, анализ характеров давал в своих произведениях. Он сам писал, у него очень много художественных произведений, но в том числе и очень много вот, критических. Дело в том, что после того, как он выступил с критикой в 60-х годах, вот, он покритиковал произведения многих наших писателей. Конечно, писатели, как люди такие эмоциональные, у них вот эта эмоциональная сторона развита намного сильнее, чем логическая. Они обиделись. А потом, я не знаю, я сам с ним не разговаривал, с Алиханом, его уже нет в живых, но по его произведениям видно, он не захотел обижать людей, а просто поверхностно он не хотел тоже. А говорить правду – это всегда обижать людей, конечно. Я смело сравнил бы его работу, его деятельность с деятельностью Белинского. Вот деятельность Алихана сыграла для ингушской литературы такую же роль, как деятельность Белинского для русской литературы. Хаваш, возвращаясь к 90-м годам, вы сказали о том, что ингушские писатели наши, старшего поколения уже получается, потому что новые имена тоже стали в этот новый период появляться. Они, и насколько известно, бесплатно проводили различные занятия для новых писателей, литературные кружки проводили. И также расцвет, опять-таки, драматургии. Это традиционный для нашей литературы жанр. Вот об этом хотелось поговорить, о работе вообще писателей. В первую очередь я кратко скажу о драматургии. Дело в том, что наши артисты, они все всегда ставят вопрос, драматургических произведений не хватает в нашей литературе. У нас драматургией вот так профессионально занималась Тиркекиева и Асет Алгатболцов, и Гарчханов Бадрудин занимается. У нас больше, насколько я знаю, ну, таких сильных нету, драматургов нету. Драматург это... В 90-е, в 2000-е Саид Чахкиев много написал для ингушского театра. Я думал, из молодых. У Саида Чахкиева, я помню, во всяком случае, его эта пьеса «Сва», «Мой мальчик», эта пьеса, она гремела по всей Ингушетии, разумеется. Это. Но Саид Чахкиев, он был подготовлен, он профессиональный писатель был, он всесторонне подготовленный был. Он знал, как надо писать и так далее. У нас-то сейчас, насколько я знаю, очень мало людей. Вот у нас Литинститут закончил еще Албагачиев Муса и еще несколько человек. Так. Но у нас большинство писателей, они самородки, они вот самоучки, самородки. На ваш взгляд, вот что нужно для нормального, успешного развития ингушской литературы сегодня, вообще на современном этапе литература наша ингушская? Мы не будем, наверное, сейчас перечислять имена, потому что все люди талантливые. Вот. Что вам нравится на современном этапе? Чего бы вам хотелось вообще еще? Ну, в первую очередь, конечно, материальная поддержка от государства. Литература без поддержки государства, она не будет, в наше время не будет, даже не выживет литература, серьезная литература. А так писанин это... У нас писать вот так называемое чтиво,
на потребу общества, это, конечно, всякий может там. Сейчас в интернет залезешь, тебя научат, как, что делать, и как ты можешь просто так штамповать. И они будут расходиться огромными тиражами. А серьезная литература – это всегда глубокие размышления. А человеку, который, ну, вот, которому на 15-20 тысяч в месяц приходится работать, и этих-то денег особо не хватает, ну, трудно. Вот это. Первое, вот это, нужно помещение, нужны инвестиции, нужны какая-то вот такая, ну, чтобы мы могли выделить человека или хотя бы несколько человек, которые были бы вот так, сменяли друг друга, чтобы помогать молодым, вот этим талантливым молодым людям. Если в советское время писатели, авторы получали хорошие довольно гонорары, и это был полноценный доход, то сегодня практически никто из писателей не может жить на доходы от творчества. Нету вообще, никаких доходов нет. Хорошо еще, когда писатели на какой-то интеллектуальной работе, а бывают часто вот случаи, не буду называть примеры, когда совершенно противоположный род деятельности у творческого человека, да. Совершенно верно. Это, ведь писать, это же писать, вот просто, сейчас я напишу стихотворение, я сейчас напишу рассказ. Так же не бывает. Это же продумывать надо, это же очень долго думать надо. Это, даже об этом только и думать надо. Это такой же труд, он должен быть оплачиваем. Намного даже труднее, чем многие виды деятельности человеческой. Скажем, из «Тьмы веков» Базоркин писал 5 месяцев, ну, почти полгода он писал, более 5 месяцев, живя в Армхах. А если бы он не жил в Армхах, сумел бы он это написать, интересно? Вот сумел бы вот человек, который сегодня работает на 2-3 работах, я знаю таких писателей, на 3 работах работает. Сумел бы он написать? Конечно, не сумел бы. Просто он сумел бы, но у него не будет времени. Хаваш, мы знаем, что Союз писателей, несмотря на различные проблемы, в том числе и материального плана, успешно работает, и вами даже проводятся какие-то постоянные мероприятия на базе различных наших учреждений, на базе Национальной библиотеки, на базе научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева. Вот о вашей деятельности сегодня. Ну, конечно, писатели, что бы там, как бы там ни было, мы пытаемся заявить о себе, пытаемся. Ну, действительно, здесь в республике проводится много мероприятий, но ведь мы не только в республике проводим мероприятия, мы уже лет 10 участвуем вот, в федеральном проекте «Антология» — это литература народов России. Это современная литература народов России. Там вот такие тома выходят, там все, на всех языках, ну, там тоже вот так дается на родном языке и перевод на русском языке. И вот уже том детская литература, проза вышла, поэзия вышла, потом фольклорные произведения, публицистика и так далее. Мы участвуем в этом деле всегда. В Москве вот был фестиваль «Белые журавли России». Вот мы участвовали там, очень много наших писателей, и там получали награды за свои работы, вот здешние работы. Также в рамках этого фестиваля была выпущена малая антология ингушской поэзии в переводах русских писателей. Вот недавно был вот, Пушкинский день. Мы послали туда подборку переводов пушкинских произведений на ингушский язык, наши писатели. Вот буквально на этой неделе я уже отослал, вот вчера последний отослал, фотографии, биографии и так далее. К юбилею Есенина наши писатели перевели на ингушский язык вообще-то 27 стихотворений Есенина. Но, правда, все 27 не пройдут, там около где-то 18
стихотворения мне сказали, пройдут. Это же тоже в литературную газету, это же тоже очень хорошие заявки. Мы сотрудничаем с литературной газетой, с литературной Россией, журналами, да, очень многими журналами сотрудничаем, пытаемся послать им переводы. Точно так же наши писатели сотрудничают с представителями других писательских организаций. Мы ездим друг к другу. Вот в прошлом году провели столетие Союза писателей Ингушетии, председатель Союза писателей России. Со всех республик отсюда приезжали. Пытаемся поддерживать отношения. Нам помогают спонсоры. Очень много, иногда очень много наших книг выпускают бесплатно. Нам спонсоры выпускают. Много людей помогают деньгами выпустить книги. Пытаемся как-то выходить из ситуации. Хаваш, как человек, который хорошо знает историю ингушской литературы, как человек, который многое видел, через какие трудности проходили наши писатели ингушские в разное время, что бы вы пожелали сегодняшним писателям, молодым, начинающим писателям? Я бы пожелал им в первую очередь иметь талантливых читателей, которые поймут, что он хочет сказать. И этот писатель, он горы перевернет. Хаваш, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие. Я вас тоже благодарю за приглашение и за то, что проявили такой интерес к проблемам нашей литературы. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что в этом выпуске мы говорили об истории ингушской литературы. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.